прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Погода не дает расслабиться садоводам, фермерам и агрономам. Сорт скороспелый, каждый день нас радовал, каждый день мы одну помидору срывали, а вот вчерашние холода как вот подействовали, видите? Сильно ли ударили холода по урожаю в Татарстане и кто как спасается? Вероника Гайнутдинова. Силы на хранение. Влажность определяем на японском аппарате. Мы приобрели его в этом году. Как элеваторы республики готовятся принимать зерно. О мощностях и возможностях. Рамиль Шайдуллин. Что культура принесет жителям республики? Это и грантовая поддержка наших молодежных проектов. В Казани обсуждали реализацию национального проекта. Что он предусматривает, узнавала Зарина Ахметова. Живут в мире и согласии. Как долго я вас ждал. Как сегодня Всемирный день дружбы отмечали народы, проживающие в Татарстане, увидел Сергей Хайдар. Холодное лето 2019-го. Таких низких температур в самый жаркий месяц не было больше 30 лет. По ночам заморозки до +5. Аномально холодно для июля и критично для сельского хозяйства. От совсем не летней погоды в отчаянии все – садоводы, аграрии и предприниматели. Убытки могут быть миллионные до полной потери урожая. Как спасаются от июльских холодов, знает Вероника Гайнутдинова. Только начали краснеть наши помидоры. Помидоры еще не пробовали, а теперь и не уверены, что дождутся хорошего урожая. Гульчачак Сафина все выращивает на открытом грунте. Скороспелый сорт из ночных заморозков уже почернел, а огурцы не то что не посолили, толком не ели. Над ними стоим, над ними дышим, как бы сказать, и поливаем, обливаем, и кое-то подкармливаем, а все равно от нас только не зависят погодные условия, какие в этом году. Холода и холода. Огурцы, помидоры, перцы, кабачки. Если в теплице их еще можно спасти, то на открытом грунте не поможет даже пленка, говорит садовод со стажем Фарсиль Зияддинов. Температура при корневой части растения, если 10 плюс 11 градусов, тогда растение перестает расти. Все вот эти цветы, которые вы видите, они все почернеют. Все, что почернеет, это уже не клубника. Это все. Это конец урожая. Клубника в глубокой заморозке. На Ягодной долине в Альметьевске ее 12 гектаров. При тепле и солнце урожай по 10 тонн с гектара. Только предприниматели теперь боятся. Подсчитывать будут не прибыль, а убытки. Если температура отпустится ниже 5 градусов, то, как видите, здесь урожай, слава богу, хороший. Но боимся, потеряем все. Из этого начинаем укрывать все в парнике. Накрываем пленку. От холодного лета страдают и зерновые на полях. Не успевают вызреть пшеница, кукуруза и другие культуры. Из-за этого, получается, сдвигаются и сроки уборки урожая. Аграриев уже подвела зима. Весной не взошли озимы. В начале июня ударил мороз. В июле опять всего +5. Дожди, похолоданием. Вот это, если продолжительный процесс, он, конечно, в культурных растениях начинается развивать болезни. Пока этого у нас не случилось. Тепла ждут и продавцы холода. Большие финансовые потери у сезонного бизнеса. Люди проходят мимо мороженого, а бочки кваса и вовсе закрыты. По сравнению с жаркими днями у нас продажи упали. Это в 2 раза. Пока одни шутят, этим летом можно не застегивать пальто, сельскому хозяйству не до смеха. Июль уже побил рекорд 1986-го, который считался одним из самых холодных. То ли еще будет. В ближайшие дни дожди и ночью всего 5-7 тепла. Вероника Гайнутдинова, Марат Зайдуллин, Фируза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Лаишевский район, Альметьевск. Принимать летний урожай готовятся элеваторы республики. Минсельхоз завершил проверку всех хлебоприемных предприятий. За год часть из них была модернизирована, появились новые склады и техника. В каких условиях будут хранить хлеб нового урожая, увидел Рамиль Шайдуллин. Как театр начинается с вешалки, так и элеватор с лаборатории. Арская – одна из тех, где зерно сразу сортируют. Негодные уходят в ведро, здоровые – на проверку и отбор. Выделяет на сорт, на влажность, на натурный вес. И потом мы начинаем зерно разбирать каждый
каждый лаборант выполняет свой анализ. Сейчас мы определяем влажность данного поступившего зерна. Влажность определяем на японском аппарате. Мы приобрели его в этом году. Но это не значит, что зерно потом сразу же отправляется на склады. Сначала оно попадает сюда. Вот на эти электронные весы. Один раз, второй. За день счет взвешенных грузовиков идет на сотни. Рекорд 158 машин с прицепами в сутки. Вес каждой вносится в электронную базу, и это помогает быстро рассчитать, вместят ли хранилища все поступающее зерно. Хранилищ 28. Их готовили еще с зимы. Побелили, покрасили крыши частично. И основном вот бетон внутри. Чтобы подготовить Нурлатский элеватор, выделили 12 миллионов рублей. Теперь здесь могут принять уже не 85 тысяч тонн зерна, а на 7 тысяч тонн больше. Выросли и площади, и скорость. Выгружали вручную. Сейчас такой работы нету. Все работы выполняются автоматически. Ни на минуту работа не прекращается и в Буинске. Здесь уже заготовили озимы, идет прием нового урожая. Зерно попадает совсем в новые условия. За полугодие 2019 года у нас заменено 3 кровли зерновых складов, забетонированы 2 площадки. Такие изменения в 41 пункте приема. Столько элеваторов сегодня работает в республике. Недавняя проверка Минсельхоза показала, их состояние отвечает требованиям. В целом предприятия показали хорошую подготовку и полностью готовы к приемке зерна. По данным министерства, максимально они вместят больше 2 миллионов тонн. Поэтому элеваторы готовы даже к рекордному урожаю. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Арск, Нурлат, Буинск, Казань. И к другим темам. Новая многопрофильная больница в Казанском Заречье, ожоговое отделение ЦРБ в Нижнекамске и цифровая медицина для всех. О новшествах нацпроекта здравоохранения сегодня рассказали журналистам. Из 49 республиканских проектов здравоохранение один из самых дорогих. В ближайшие 3 года на его реализацию уйдет 7 миллиардов рублей. На что потратят, расскажет Юлия Муратова. Сильно болеть в груди. Габдулкарим Рахимов родом из Мариэл. Приехав в гости к детям в Казань, попал в больницу. Стало плохо с сердцем. Сейчас мужчина один из 10 тысяч пациентов кардиохирургии. Сердечно-сосудистые заболевания остаются лидерами в республике по смертности. В борьбе за жизнь в помощь высокие технологии. Обслуживающий персонал отличный. Сколько специалистов в день проверяет, заходит. Инфраструктура здравоохранения, созданная в Татарстане, достаточно современная и оснащенная. В межрегиональном клинико-диагностическом центре прежде всего уделяется большое внимание как острым, так и хроническим, жизнеугрожающим заболеваниям. Сейчас мы с вами находимся в оперблоке. Здесь развернуто 11 операционных, в которых работают кардиохирурги, нейрохирурги, сосудистые хирурги. Здравоохранение – один из самых дорогих нацпроектов. На 3 ближайших года выделено уже 7 миллиардов рублей, 70% из федерального бюджета. Все, чтобы продлить жизнь. Главное здесь профилактика и своевременное лечение, говорят специалисты. Так в Нижнекамском районе откроют новое ожоговое отделение ЦРБ, а в Казанском Заречье – многопрофильную детскую больницу. Осталась такая ситуация, что именно в Заречье нет такого крупного многопрофильной детской клиники, если сравнить с ДРКБ, с учетом того, что будет реорганизована первая детская горбольница. Чтобы снизить смертность и регулярные медосмотры, а медуслуги станут доступны в любой точке Татарстана за счет мобильных медпунктов и новых ФАПов. За этот год и санавиация осуществила более 100 экстренных вылетов. А чтобы быстро и без долгих очередей попасть на прием к врачу, медицина использует цифру. В 2024 году планируется создание личного кабинета пациента, с помощью которого каждый человек сможет записаться на прием к любому врачу в любом регионе, вызвать врача, выбрать консультанта. Благодаря всем мерам Минздрава уже через 4 года продолжительность жизни должна дойти до 80 лет. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Российских врачей будут премировать за выявление рака. Такую идею предложили в Минздраве страны. Ведомстве планирует выделять по 1000 рублей за каждый подтвержденный случай онкозаболевания при диспансеризации или профосмотре. При этом рак у пациента должен быть диагностирован впервые. Новый порядок сейчас рассматривается в ведомстве. Сегодня мы спросили казанцев, как они относятся к такому методу поощрения врачей. В любом случае, это материальная форма поощрения. Если специалист заслуживает, наверное, нужно отметить это как-то, тем более сумма незначительная. Считаю, что это вообще прямая обязанность врачей
да, это их призвание, и за то, что просто находят болезнь, нет смысла за это платить. Но если врач заслуженный, почему не наградить? Врачей, наоборот, стимулируют лучше относиться к своей работе. То есть всегда это будет дополнительный заряд. Со стороны правительства очень приятно, со стороны здравоохранения, что делается для народа. Но со стороны врачей, которые мы сейчас вот слышим, что находят такие болезни, которых нет, чтобы ради наживы деньги, это тоже не превратится ли? Все равно человеческий фактор будет иметь свое значение. Хоть ты миллион дай человеку, какой он специалист, какое у него отношение к своей работе, вот так он и будет поступать и с больными, и со всем остальным. Места хватит всем. К новому учебному году в Челнах появится 1000 дополнительных мест в детских садах и яслях. Сейчас в городе строят 6 садиков, еще 9 ремонтируют. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография». Рамиль Галиуллин оценил изменения. Этого момента жители поселка Зябь ждали больше 40 лет. В детском клубе «Исток», построенном в 70-х годах, капремонт впервые. За 43 года не было ни одного ремонта. Плохо ли хорошо? Сделали ремонт. Наверное, хорошо. Теперь дети смогут заниматься танцами, рукоделием и спортом. Сегодня здесь свой досуг проводят 150 ребят. Среди бывших воспитанников и Ольга Кузьмина. Сегодня она один из педагогов. Пришла в 9 лет, так и осталась здесь. Когда выросла уже, отучилась на педагога и заменила своего педагога. Мой педагог ушла на пенсию, и я встала на ее место. А это обновленный детский сад «Жемчужинка». Без капремонта здание жило почти полвека. На соцобъект выделили 32 миллиона рублей. Теперь он сможет принять 280 детей. Он стал современный, он стал свободный. Мне кажется, дети сюда с удовольствием пойдут. Благодаря реконструкции здесь появились комнаты психолога и татарского языка. Закуплена новая мебель, площадка для изучения ПДД. Детский сад открыт в рамках проекта «Демография». Мы дополнительно финансовым ресурсам республики добавляем свои финансовые ресурсы. Приобретаем мебель на 1 200 000 рублей. Дополнительно провели асфальтирование более чем на 10 миллионов рублей. До 1 сентября в Челнах откроется 6 новых детских садов. Они добавят 1500 новых мест. Половина из них – ясельные группы. Рамиль Галиуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Смотреть столичные спектакли можно будет и в районах республики. А чтобы развивать свои таланты, не обязательно ехать в город. Создать все условия для творчества – такова задача уже нацпроекта «Культура». Его реализацию сегодня обсуждали в Минкульте. Какие перемены ждать, спросила Зарина Ахметова. В этом году в рамках национального проекта «Культура» в республике будет модернизировано 64 объекта. Из них 21 – это типовые многофункциональные центры. Один из них сейчас строится в деревне Званка Пестричинского района, пока здание находится на стадии фундамента. Но со временем внутри появится зал для концертов и спортивных мероприятий, а также сельская библиотека. И все это на 370 квадратных метрах. Свои двери новый клуб откроет осенью, а пока здесь активно работают. Всего в нескольких километрах есть еще один клуб. Он тоже находится в Званке, но найти его не так-то просто. Каждого своего гостя он встречает вот такой вот входной группой. Попасть внутрь, как оказалось, тоже сможет не каждый. На двери висит вот такой вот тяжелый замок. А в окнах не видно никаких признаков жизни. Оживить очаги культуры могут только люди. Именно на поддержку их творческой составляющей направлен нацпроект «Культура». О том, как это сделать, говорили сегодня в министерстве. Это и закупка музыкальных инструментов для наших детских школ искусств. Это и грантовая поддержка наших молодежных проектов. Современный гримерный зал на 250 человек и автоматическая сцена. Все это после реконструкции Нижнекамского татарского драмтеатра. Все декорации дети будут создавать самостоятельно, сами будут ставить спектакли, а наши профессиональные актеры помогут им в этом. В этом году 46 учреждений культуры получат новое современное оборудование. В 2024 году 106. Все это в рамках нацпроекта. Его реализацию сейчас контролирует рабочая группа «Единой России». Если необходимо здесь содействие, координация дополнительная с нашими строителями, с ГИСУ, с Министерством строительства, обращайтесь. Время терять нельзя. Но условия – это еще не все. Главное не строить, а вдохнуть жизнь в построенное. Такую задачу ставит президент республики. Не просто там завклуб пришел, открыл или закрыл, и не пришел. Значит, библиотеки, там, вся эта инфраструктура должна работать в этом направлении.
А скоро в районах появится возможность смотреть и столичные спектакли. В 5 планируют открыть виртуальные концертные залы уже до конца года. Зарина Ахметова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Татарстан готов выделить деньги, но районы ленятся. Ситуация в этом году изменится, и у нас максимально все районы примут участие в нашем конкурсе. О социальных проектах, на которые республика выделяет 35 миллионов рублей. Алия Хайрудинова. Живут в мире и в согласии. Как сегодня Всемирный день дружбы отмечали народы, проживающие в Татарстане, увидел Сергей Хайдар. Кто говорит? Мухаммед Шанфарид. Сегодня спикер Госсовета обзванивал жителей республики. Лидер единороссов Татарстана отвечал на вопросы, поступившие в колл-центр онлайн-проекта «Мой депутат». По-простому, по-доброму, по-житейски Фарид Мухаммедшин объяснял, как можно решить различные неурядицы и найти выход из любой ситуации. Где нужно, он ситуацию брал на контроль с подключением ответственных на местах. Так воспользоваться сервисом и напрямую пообщаться с руководителями может каждый. В списке дежурных по колл-центру Фарид Мухаммедшин стал 30-м. На связи сегодня был и Марат Ахметов. Всего с начала работы сервиса прислали почти 2000 наказов и предложений. В основном это вопросы местного значения. Где дорогу проложить, где двор обновить, где больницу отремонтировать. Сайт и WhatsApp сервиса работают круглосуточно. Звонки, как и сегодня, принимают с 9 утра до 9 вечера. Я прям в шоке. Да, ну как в шоке? У нас работает... По голосу-то я чувствую, что это вы. Да? Да. А я чувствую, что это вы. Все больше набирается количество людей, которые обращаются вот в таком режиме. Нам это, с одной стороны, конечно, это нагрузка, это ответственность, но с другой стороны, мы все больше узнаем, какие проблемы волнуют людей. И для этого мы продумываем какие-то новые меры решения этих проблем. Мне кажется, очень полезная, очень интересная форма работы, общения непосредственно с населением, избирателями. И есть возможность вот через вот эту систему общаться, выслушать друг друга, услышать, а потом еще, изучая проблему, обратно вернуться к этой проблеме. Что сделано и что делать дальше? Сегодня в штабе КПРФ обсуждали свою предвыборную работу. Уже зарегистрированы заявленные кандидаты-списочники и одномандатники. Теперь набирают наблюдателей на выборы и ждут волонтеров из других регионов. Через неделю начнется агитация. Решают, в каких форматах и где общаться с избирателями. У нас принята, утверждена платформа, программа. Вот с тем мы идем на выборную кампанию. Мы ее перевели на татарский язык. Сейчас издаем многотиражным, многотысячным тиражом и разводим во все местные отделения. Не хочешь – не плати. В квартплату включат новую графу – страхование жилья. Когда закон вступит в силу, читайте в интернет-газете «Реальное время». 35 миллионов на социально значимые проекты. В Татарстане дан старт конкурсу среди некоммерческих организаций. Проводится он по инициативе партии «Единая Россия» с 2014 года. Цель – помочь проектам, направленным на улучшение качества жизни. У кого просить волшебное письмо, которое увеличит шансы на победу? Секрет успеха у Алии Харудиновой. Захотелось кому-то попробовать себя на плетении на коклюшках. Пожалуйста. Мечта Татьяны Забегиной сбылась в прошлом году. Создать этническую мастерскую помог грант. Просили не только для себя, но и для муниципалитетов, для музеев. Мы заложили туда интерес мастеров. На реализацию самых интересных и полезных проектов 35 миллионов рублей. Особо популярные туристические. Грант помог Дильбар Садыковой составить портрет татарстанского туриста. На что тратит турист деньги, как принимает решение, планирует ли вернуться в Татарстан, что нравится или не нравится. В прошлом году 113 организаций стали грантообладателями. В этом году заявку на участие можно подать через портал госуслуг Татарстана. Появился новый критерий. Рекомендательное письмо от представительного органа муниципального образования или от Государственного совета Республики Татарстан. Таким письмом готова поддержать Рима Ратникова и просит побольше оптимизма. Говорят, сложно выиграть, но если выигрывает каждый второй, то и если хорошо представлен проект, то
там число выигравших может быть и больше. Заявку на конкурс можно подать до 23 августа. Главное условие – проекты должны улучшить качество жизни татарстанцев. Организация, желающая стать грантообладателем, должна помнить и о налоговой инспекции. Просроченные налоги, штрафы или даже пение в размере 1 копейки могут стать камнем преткновения при участии в конкурсе. Алия Хайрудинова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. «Дым без огня» – это соревнование по пожарно-прикладному спорту среди сотрудников предприятия «Таиф НК». Им сегодня нужно было не только пройти эстафету и тушить реальное возгорание, но и справиться с теорией пожаротушения. Если для кого-то эта картина кажется странной, то для сотрудников ТАИФ НК обычное дело. Это один из этапов эстафеты – мяч в роли очага возгорания. Потушили, нужно бежать дальше. Впереди целая полоса испытаний. Настоящая проверка на прочность и профессионализм. Уже 3-й год участвуем. Стараемся, с каждым годом все лучше и лучше у нас получается. Все эти навыки, которые мы здесь познаем, которые тренировки и на работе, всегда пригождаются во время смены. По-другому себя ведешь совсем. Всегда знаешь, чем ты можешь заниматься и что нужно делать в такой ситуации. Это тоже эстафета, но в разы сложнее. Здесь сотрудники ТАИФ НК в пожарной форме бегут с огнетушителем в руках. Задача – устранить мелкие очаги возгорания. Огонь, в отличие от предыдущего этапа, реальный. Тут уже много дополнительных трудностей. За происходящее внимательно следят сотрудники МЧС. При работе это для них это очень хорошая польза. Ну и для нас мы всегда будем рады работать с такими сотрудниками, которые умеют пользоваться этим. То есть вот этому и назначено это соревнование. Важное количество правильных ответов, по ним учится количество баллов. Потом только смотрим на время. Эти соревнования включают в себя и теоретическую часть. Здесь лучше остальных себя проявил Андрей Рыбаков. Вся команда с желанием идет сюда. Вот. Не просто нас там заставляют, а всем это нравится принимать участие. Вот. И как-то сплочает все это. В итоге самыми быстрыми и сильными оказались сотрудники 12-го цеха нефтеперерабатывающего завода. Они получили заветный переходящий кубок, хотя в прошлом году стали только 4-ми. 4-й год подряд, уже опыт есть, уже знания, нас обучают постоянно, ходим на занятия, все знаем, постоянно подготовки. Держимся, как говорится, одной командой. Держаться одной командой пожарные добровольцы ТАИФ НК будут и дальше. Такие соревнования на предприятии будут повторять. Птица сильна крылом, а человек дружбой. День дружбы сегодня отмечает во всем мире. Он утвержден Генассамблеей ООН в 2011 году. Для нашей республики это не просто дата в календаре. В Татарстане сейчас проживают представители более 173 национальностей. Их рады встречать как в главном доме дружбы, так и в его филиалах, а их по республике 8. Сегодня мы отправились в их общий дом, чтобы узнать, что же такое дружба народов. Сегодня, оказывается, день дружбы. Пойдем русским. Пойдемте. Вот так очень тепло и душевно начался День дружбы в Доме дружбы народов. Узбек с таджиком в гостях у русского пьют татарский чай. Говорят, так здесь не только по праздникам. Сюда приезжают к нам гости и никак не могут понять, в чем секрет этого дружеского общения. А в чем же секрет? А секрет в том, что мы любим друг друга. Вместе отмечать праздники и чтить чужие традиции для татарстанцев норма. В понятие дружба каждый народ вкладывает что-то свое, но суть одна. Наши предки так воспитывали нас. Дружить надо всеми национальностями. Потому что все силы это в кулаке. Это значит, кулак это не драться, не биться, не воевать, а наоборот. Все национальности, чтобы объединились. Есть такое еще говорят, что если сможешь никогда не терять друзей. Важно, чтобы не терять уважаемых гостей, когда к тебе друг приходит, чтобы не терять эти. Как и татары, как и мы, русские, отмечать любой праздник с песнями и плясками любят грузины. Сегодня, в День дружбы, они радуют своим творчеством братские народы. Дружба вообще для нас, для всех кавказских народов, является очень ценным
потому что друг — это не тот, кто с тобой всегда сидит в радости, там за столом, кушает, пьет. Друг — это тот, кто тебя поддержит в любой момент. То есть для нас вообще всегда после родителей сначала идут друзья. В нашей республике дружат все 173 национальности. Рукопожатия, объятия, поцелуи – все это символы их дружбы. Эти эмоциональные жесты свойственны практически всем, и за века стали общенародными. И хотя празднику всего 8 лет, само понятие дружбы вне времени. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ, Казань. Поп, экспериментальный инди-фолк и джаз на одной сцене. В эти минуты в Казанском парке «Черное озеро» проходит первый парковый фестиваль инструментальной музыки «Октава». Под открытым небом выступают диджеи, единственный гусляр Поволжья, дамристы и известные музыкальные группы. Сейчас на концерте работает и наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, не помешала ли погода фестивалю? Добрый вечер, Даяна. Ну, погода практически не помешала фестивалю. Вот сейчас один из немногих моментов, когда музыканты сменяют друг друга на сцене. Ну, а что касается зрителей, и здесь, ну, грубо говоря, сотня, и, как они сами говорят, согревают их музыка и, конечно, пледы. Здесь и молодежь, и взрослые, и старшее поколение. Согреться можно и на фудкорте, стаканчиком кофе или полакомиться пиццей. Ну, а что касается самого концерта, то здесь совершенно самые разные группы. Выступил уже и единственный в Поволжье гусляр, и казанский дамрист Регина Абзалова. Ну и сейчас я предлагаю послушать отрывок из выступления группы, которая в своей музыке использует мотивы старых народных песен, в том числе и татарских. Давайте послушаем. Мы еще заметили, что вот люди сюда приходят просто по пути, прогуливаясь по парку, видимо, после работы, и останавливаются, и становятся участниками фестиваля. Сам фестиваль называется «Октава». Это такая площадка для свободы творчества. Музыканты могут экспериментировать со звучанием инструментов. Здесь и джаз, и поп, и инди-фок. В общем, на любой вкус и цвет. И сейчас я предлагаю послушать эмоции и впечатления от самого концерта зрителей. Очень хорошо, если только вот немножко погода немножко испортилась. Все круто, наблюдаем. Даже дочка у нас уснула под эту музыку, особенно под гусляра. Все нравится. Нам было очень интересно сюда прийти, увидеть народные инструменты. Вот это, да, родные, как говорится, здесь вот и домра. У нас в Узбекистане, кстати, вот эти инструменты тоже есть. Все здесь продлится до 10 часов вечера, так что у вас, дорогие зрители, еще есть возможность прийти сюда и присоединиться к фестивалю. Даяна, передаю вам слово. Спасибо, Салават. И на этом у нас все. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Победная аура центрального стадиона продолжает приносить свои плоды. Футболисты «Рубина» провели дебютный домашний поединок в новом чемпионате и вновь порадовали своих болельщиков. В матче против Ахмата команда Романа Шаронова продолжила играть в агрессивный атакующий футбол. С первых минут матча хозяева поля ринулись вперед, однако в первом тайме мяч в ворота как-то не шел. И снова у тренерского штаба «Рубина» сыграла замена. Вышедший на поле новичок, исландский нападающий Кьер Тансен, решил исход поединка точным ударом. Ахмат ничем не смог ответить. Впереди у Рубиновых еще один непростой экзамен. 4 августа на том же центральном стадионе казанцы примут ЦСКА. Мы сейчас стараемся не заглядывать в турнирную таблицу. Это начало сезона, 3 тура только прошло. Я же говорю, мы будем стараться, неважно, домашний матч, выездной матч, играть только на победу и как можно больше набрать очков в турнирной таблице. Еще только готовится к новому сезону представители хоккея с мячом. Казанский клуб «Динамо» на своей клубной базе провел открытую тренировку. Из-за погодных условий коллективу пришлось переместиться в спортивный зал. Напомним, что команда усилилась 3 игроками. Состав пополнили полузащитники Евгений Корев, Евгений Неронов и самый титулованный из новичков Дмитрий Савельев, 10-кратный чемпион России и 9-кратный чемпион мира. Команду возглавляет Ильяс Хандаев. Наставник также входит в тренерский штаб сборной России и руководит студенческой сборной по хоккею с мячом, с которой выиграл золотые медали Всемирной зимней универсиады 2019. Мы усилились по возможности. Я думаю, что те ребята, которые пришли к нам, они внесут тот вклад, на который мы надеемся.
поселке Мирный проходят финальные соревнования по пулевой стрельбе в рамках 9-й летней спартакиады учащихся России. В турнире принимают участие более 190 спортсменов из 32 регионов страны. Цвета сборной Татарстана защищают 8 стрелков. По итогам первых 3 дней в копилке нашей республики 1 бронзовая награда. Айгуль Хабибуллина стала 3-й в упражнении пневматическая винтовка. 4-е место в этом же виде программы заняла ее подруга по команде Мадина Хуснуддинова. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в Татарстане установилась по-осеннему сырая и прохладная погода. Об этом позже. В Данилмастер новая акция. Не пропустите! Только в июле при заказе шкафа-купе комод в подарок. Подробности уточняйте по телефону 2 167 166, адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 31 июля в Татарстане температуры на пару градусов станут выше. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево в дневные часы дождь и 17 градусов тепла. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность, временами с дождем и плюс 16. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске такая же картина, пасмурно и с дождем. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, в Алтаси столбики термометров покажут плюс 15, без осадков не обойдется. Для юго-запада 31 июля будет пасмурным, сырым и прохладным, до 16 градусов. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями, местами дождь и 17 градусов выше нуля. В четверг температуры станут ниже, также без осадков не обойдется. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт продолжает набор на 2019-2020 учебный год по направлениям подготовки: журналистика, лингвистика, теология. Документы принимаются до 15 августа. Телефон в Казани 251 01 55. В Казани переменная облачность, местами дождь. Дневная температура 15-17 градусов. Ветер южный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, влажность воздуха 56%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.